Цитирую официоз. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг НКРК, приняла решение повысить с 1 августа тарифы на передачу электроэнергии. В частности, с 1 августа тариф на передачу электроэнергии увеличится со 155 гривен и 40 копеек до 596 гривен 48 копеек за мегаватт-час, это без НДС. Повышение тарифов связано с тем, что в структуре тарифа на услуги по передаче электроэнергии недостаточно средств для покрытия обязательств Укрэнерго перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель». Задолженность перед гарантированным покупателем превышает 16 миллиардов гривен, при том, что на весь 2020 год в тарифе Укрэнерго предусмотрено всего 8,6 миллиарда гривен. Так вышло потому, что в этой сумме задолженности не учтена компенсация расходов гарантированного покупателя от продажи электрической энергии поставщикам универсальных услуг для нужд населения. Теперь данные Госстата Украины о том, сколько денег и на что потратили украинцы за первые 3 месяца 2020 года. Читаю. За первые 3 месяца 2020 года украинцы потратили 733 миллиарда гривен. При этом около 40% суммы пошло на продукты питания и безалкогольные напитки. В целом на еду было потрачено 293 миллиарда гривен, жилье и коммуналку 119 миллиардов, на транспорт 62 миллиарда. Алкоголь и сигареты обошлись населению в 52 миллиарда. Дальше по убывающей. Идут такие статьи расходов: медицина, одежда и обувь, бытовая техника, связь и отдых. Что мы видим? Траты на еду, жилье и коммуналку составляют больше половины затрат населения. Причем пока коммуналка и жилье еще не сравнились с затратами на еду. Судя по всему, такой расклад в кошельке обывателя явно не устраивает тех, кто рубит бабло в сфере оплаты жилья и коммуналки. И здесь им на помощь приходят специалисты из Национальной комиссии. Они разрешают за счет кармана потребителей покрыть задолженность перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель». Вообще-то хотелось бы получить ответы. А кто виноват в том, что компенсация расходов перед этим самым гарантированным покупателем не была заложена в тариф Укрэнерго? Почему о таком безобразном промахе вспомнили через 3 месяца текущего года? Кто из чиновников Кабмина обязан был проверить все статьи этих 2 компаний, чтобы потом не перекладывать компенсацию на кошелек обывателя? Впрочем, убежден, что ответов на эти вопросы не дождемся.